было понятно, что это не ключик к душе народа, не к сердцу, а это отношение как к завоевателям завоеванным. Вот такого быть не должно. С чего начинал Гурий? Он начинал с азбуки, с букваря. Это его работа здесь, среди народов Поволжья. А не с кнута, и не с палки, и не с меча. И вот то, что это было возрождено, это настоящее возрождение того пути истинного, который всегда был присущ Руси. Это дорого стоит. И, конечно, сейчас об этом надо говорить, и это надо изучать, для того, чтобы не потерять наше с вами единство. Большое спасибо за этот доклад и уже за обсуждение, которое он вызвал. Уважаемые друзья, я хочу предоставить слово руководителю региональной общественной организации по сохранению и развитию родного языка и культуры Союз православных татар, директору Татарской национально-культурной автономии района Теплый Стан Юго-Западного административного округа города Москвы Бухаровой Динаре Абдулгаровне, которая выступит здесь, вот с этой трибуны, на тему «Православные татары». Хочу начать пропев Трафарь Пасхи на татарском языке. Почему? Потому что это наша работа, это 20 лет, и это большая творческая работа по сохранению, даже по сохранению культуры татарского народа и по сохранению ее. То есть мы наложили Трафарь Пасхи на татарском языке на византийский распев, восточный распев, который так близок к нашему татарскому уху, что ли. Досточтимые отцы, братья и сестры, благодарю за приглашение принять участие на этом важном мероприятии. Мой доклад заявлен как православные татары, я немножко расширю название. Православные татары и тюркские народы в единстве с русскими, плод ордынского пути святого Александра Невского. Но начать я хочу с показа краткого видео. В память оно представлено в протерее Максиме Обухове, который он хотел, вот, слова в этом ролике он хотел сам поднести. Вот. Прошу ролик поставить. Шулай дигәннән соң гайса, Ходай гайса күккә аланып, ун ягына утырды. Шәкертләре китеп, бөтен җир буйлап яхшы хәбәрне таратып йөрделәр. Һәм Ходай аларга ярдәм итеп торды. Аларның сөйләгәннәрен илаһи билгеләр белән раслады. Спасибо, Господи, спасибо за молитву совместную, что все пришли, несмотря на погоду, на то, что все заняты. Мы сегодня совершили молебен, в том числе поминали представителей татарского и тюркского народа. И, что интересно, у каждого народа произошла встреча со Христом, потому что Евангелие было проповедано всей твари. Во время крещения тоже читается Евангелие о просвещении всего мира. Каждый народ из всех живущих на земле встретил Христа и встретился с проповедью Евангелия. И каждый народ разный дал ответ, по-разному сложилась история. Но так или иначе изменилась жизнь всех народностей, населявших землю в течение этих 2000 лет.
И слово евангельское повлияло на жизнь практически каждого народа, даже на те, которые не приняли Евангелие. Но у тюркских народов это произошло особым образом. И в том числе, несмотря на трудные периоды, с очень древних времен сохранялась преемственность и сохранялась прослойка христиан. И этот ручеек то становился совсем тонким, незаметным, то расширялся. И разные были периоды. И надо отдать должное, что вот эта нить связи с апостольскими временами, с церковью никогда не прерывалась. Опять же, несмотря на самые разные времена. История христианства среди тюркских народов и татар, это же очень интересно. И в том числе меня очень удивила история с раскопками одного из тюркских ханов, Аспаруха, который был сыном Кубрата, и, по-видимому, вся семья их была крещенная. И личная печать его, обнаруженная в раскопках, имела форму креста, что является исторически достоверным свидетельством того, что этот человек был крещен. Мы не знаем о его имени много, но мы знаем, что он был из тех, кто стоял у истоков болгарской государственности. И через него это единство такое генетическое и культурное двух народов, болгар и казанских татар. Да, и что интересно, мы были свидетелями такого чуда, что на его могиле обретается сейчас храм, православная церковь. И это можно отнести как случайность, но можно себе представить, какая вероятность на огромных просторах, чтобы на чьей-то могиле построили храм, церковь. Конечно, это есть свидетельство какого-то чуда и знак Божий того, что этот человек как-то Богу угодил, наверное, и чтобы память его была вовеки. И даже те, кто построили этот храм, это совершенно случайно произошло. Там в советское время было какое-то отделение МВД, а в 90-е годы уже забыли. Там же война все стерла. Это было на Украине, Южная Украина, Запорожье. И память, собственно говоря, и особо не хранилась. И построили там церковь в память погибших во время исполнения служебных обязанностей милиционеров. И только за счет того, что там было рядом здание МВД. И храм оказался, опять же, случайно, по воле Божией, случайно, не запланировано самими строителями, памятником на месте захоронения вот этого хана Аспаруха. Так что это, можно сказать, такое чудо. И так получилось, что память о том, что эти люди были крещенными, как-то стерлась. Ну, не то, что стерлась, а она как-то забвению была предана на века. И целый ряд случайностей, ну, даже то, что эта могила была обнаружена, была исследована археологами, она была идентифицирована как Кубрата, так и Аспаруха, что это именно его захоронение, есть этому доказательства. И, наверное, это знак того, что не следует их забывать. И какое-то время все это было забвение. Многим было невыгодно вообще помнить об этом. То в советское время и в силу разных причин. И тоже можно сказать, что это такое чудо, что память их восстановлена. И молитвы за них теперь совершаются об упокоении, совершаются молитвы постоянно. И начало тому положено вот здесь, вот в храме апостола Фомы. Спасибо вас, Господи, еще раз благодарю за то, что мы пришли. Прошу, по мере возможности, если вот вас приглашают, конечно, еще приходить, не пропускать эти службы, мероприятия, чтобы эта вот тонкая
ниточка связи с поколениями не прерывалась. Можно себе представить, 1300 лет прошло после жизни Кубрата, Аспаруха, 1300 лет, и ни разу эта цепочка не прерывалась. И чтобы на наше поколение тоже почувствовало эту ответственность, чтобы эта связь сохранилась, и мы ее передали другим поколениям. Спаси вас, Господи, приглашаю всех на чаепитие. Сегодня мы пришли на молебен на татарском языке и церковнославянском, и потом была панихида по ханам. Вот панихиду мы проводим второй раз, молебен мы проводим еще начинали мы с отцом Даниилом Соевым проводить молебен на татарском языке, и проводим его по сей день, вот, периодически, слава Богу. И все, мы как бы являемся такой точкой сбора крещенных татар, и этнически крещенных, и кто крестится вновь и вновь. И вот люди приходят с удовольствием на такие молебны, слава Богу, на Лагашкер. Вот, Анатолий Николаевич, скажите что-то. Знаете, я являюсь как раз, видимо, продолжателем того рычага тонкого, о котором сейчас только что сказали. Дело в том, что я являюсь этническим крашином, и наш народ считает, что он был крещен аж в 475 году. И с тех пор православие в нашем народе никогда не прерывалось. То усиливаясь, то ослабевая. Но сейчас имеются все возможности не только сохранения, но и приумножения числа верующих среди нашего народа. И мы это с удовольствием делаем. Особенно сегодня, в такой священный для нас день, когда мы все с удовольствием пришли помолиться. Видимо, в следующий раз нас будет гораздо больше, потому что еще не все осведомлены. Я надеюсь, со временем все мы приобщимся к этой церкви. Спасибо.
Самыми многочисленными из них в России являются татары. Было сказано Олегом Николаевичем, да, что чуваши, я сейчас дальше поясню, почему я такую фразу сказала. На втором месте стоят чуваши, прямые потомки средневековых болгар, единственные тюрки, сохранившие язык агурской булгарской подгруппы. Следует отметить тот факт, что в хан Великой Болгарии Кубрат и его дети исповедовали православное христианство. Это было задолго до событий 922 года, произошедшего в городе Виляеве. И сегодня православные чуваши – прямые потомки булгар не только в этническом и лингвистическом плане, но и в религиозном. Что касается кыпчакоговорящих татар, то их численность, не считая крымских, иранских, афганских и пакистанских, около 7-8 миллионов в мире. Около 2 миллионов проживают в Татарстане. Представлены в Татарстане субэтносами казанские татары, мещерские татары, типтири и кряшины. Около 1 миллиона татар проживают в Башкортостане. Представлены такими же субэтносами казанские татары, мещерские татары, типтири и кряшины. По неофициальным данным, около 1 миллиона татар проживают в Москве. При этом в основном это мещерские татары, нижегородские, рязанско-касимовские, пензенские, темниковские, симбирские и другие, которые в подавляющем большинстве в Москве и Московской области исповедуют православное христианство. И это признают трезвомыслящие татарские общественные деятели, такие как глава Национального конгресса татар и тюркских народов Ямалиев Рустем Фазилович. Остальные татары проживают во всех регионах России, как в деревнях, так и в городах. При этом следует подчеркнуть, что они не являются какими-то переселенцами из Казахстана, а являются представителями татарских субэтносов и реликтовых этнических групп, сформировавшихся за пределами территории Казанского ханства, в других так называемых осколках Золотой Орды. Это прежде всего мещерские татары, включая рязанско-касимовских татар, бардынские татары, астраханские татары, гребенские татары, литовские, сибирские, добруджинские татары и другие, которые проживают на огромной территории от Дуная до Тихого океана на своей исконной территории. Крымских татар около 5 миллионов всего, крымских татар, проживающих в Крыму, около 300 тысяч. Численность иранских, афганских и пакистанских татар неизвестна, так как раньше их существование официально не признавалось, хотя по предварительным оценкам это около 6 миллионов человек. Казахов и представителей других этнических общностей, учитывающихся сегодня как отдельные народы нагайцев, нагайбаков, башкир, карачаевцев, балкарцев, кумыков, алтайцев, тувинцев, кавказцев, которые также исторически являются наследниками средневековых татар, в совокупности более 17 миллионов. По нашим оценкам, около 30% татар исповедуют православное христианство. В Москве это число выше 50%. Кроме того, дети, рожденные от так называемых смешанных русско-татарских браков, в 90% случаев выбирают православие. Цифры, факт упрямый, да, как сказал вот Андрей Юрьевич, но все-таки вот за эти 20 лет, это такой творческий труд, это наше исследование, которое опирается на мнение специалистов тоже. И вот как сказал отец Алексей Колчерин, да, вот эта вот диспропорция мечетей и храмов Республики Татарстан, она, конечно, вот по нашим подсчетам, наверное, все-таки там православных больше, чем мусульман, потому что процент мусульман в татарском народе очень сложно оценить. Очень много все-таки православных татар, и как это посчитать? В Татарстане русские православные, кряшные православные, да, и большая все-таки часть татар принимает православие и уже себя развиваются как христиане. И есть приходы, уже я знаю эти приходы, где приходской совет, практически весь состоит из татар, которые этнические татары-мусульмане бывшие. Вот. Это связано с тем, что все-таки постсоветское пространство, у людей был выбор, это люди делают выбор в сторону Христа. Это выбор татар. И вот наша задача помочь сохранить татарскую культуру, воцерковив ее. За последние годы наблюдается христианский, религиозный, культурный, национальный подъем нагайбаков, кряшин и крещенных православных татар, что не могли не учитывать в своей деятельности татары-мусульмане. Например, еще раз хочу отметить значительный позитивный вклад в этом направлении главы Национального конгресса татар и тюркских народов Ямалиева Рустема Фазиловича.
создавшего в рамках его организации отделений землячества крещен и православных татар. Многие тюркские народы исповедуют православие, среди них гагаузы, алтайцы, якуты, хакасы и другие. В настоящее время мощная православная миссия действует в Туве и приносит свои плоды. Можно сказать, что татары и тюркские народы переживают православный тюркский ренессанс, объединяются друг с другом, а также с русскими и другими народами на основе православия, не утрачивая своего национально-культурного многообразия, своей культурной цветущей сложности, а наоборот сохраняя и раскрывая ее в соответствии с Божьим замыслом. Что является сильной стороной православного тюркского объединения и возрождения, это то, что они не направлены против русского единства, не противопоставляются русскому миру, а напротив направлены на единство с ним и в нем на основе христианства, единства во Христе при сохранении национально-культурных идентичностей, гармоничная интеграция без дисгармоничной ассимиляции. Также православные татары и тюрки не направлены против мусульман, но подчеркивают важность мирного сосуществования на основе принципов веротерпимости, как это было во времена святого Александра Невского, православный ордынский проект. Напомним, святой Александр Невский выбрал между Западом и Востоком Восток. Почему? Вопрос стоял, с кем интегрироваться, с Римо-католическим Западом или с Востоком татарами, живущими по Есечью Чингисхану. А значит, по принципу веротерпимости, выбор Запада означал потерю православия и растворение в Римо-католическом мире. Напротив, Восток означал сохранение православия и перспективу мирного его распространения на территории всего Великого Монгольского улуса, а это прежде всего на восток татарам и подчиненным им народам. Таким образом, Александром Невским был задан основной вектор восточной миссионерской деятельности Русской Православной Церкви и сделан цивилизационный выбор, определивший дальнейшее развитие православных русских людей в большой семье восточных азиатских народов. Что дало основание Александру Невскому сделать соответствующие выводы о перспективах миссии на восток и татарско-русской интеграции на основе православия. Уже имеющее место быть значительное количество татар-христиан, киритов, уйгуров, найманов, кыпчаков и других, как православных, так и неправославных, но оторванных от епископских кафедр Ассирийской церкви Востока, которые легко переходили в православное христианство. Принцип веротерпимости, закрепленный в основном законе татарского государства ЕСЕ, по сути первой конституции, сформированной во многом на христианском базисе. Особое расположение татарских ханов к православию и привилегированное положение православной церкви в Золотой Орде. Таким образом, татарско-русское единство на основе православного христианства складывается естественным путем вследствие цивилизационного выбора Александра Невского в пользу веротерпимого Востока ради сохранения и распространения православия. Конечно, не все татары, как и сегодня, были христианами. Были также тенгрияне, мусульмане, буддисты и так далее. Многие из них несли свой значительный вклад в дело дружбы народов нашей страны. Но важно осознать тот факт, что татарско-русское единство сложилось естественным путем именно на православной основе в первый период существования Золотой Орды, в период веротерпимости. Отказ от принципа веротерпимости в 4 автономных частях бывшего Великого Монгольского улуса, 3 из них исламизировались, а 1 буддизировалась, закрепила его распад, потому что разрушилось или почти разрушилось народное единство. Насильственная исламизация татар в Улусе Джучи, Золотой Орде, начавшаяся в период правления хана Узбека, в полной мере затронула уже сложившееся татарско-русское единство, оно пошатнулось, была нарушена его конструкция, так как один из основополагающих элементов изъяли. Более того, сами татары разделились, и в итоге Золотая Орда распалась на несколько частей, собирать которые в последующем пришлось уже московским и великим князьям, царям-ханам, потомкам Александра Невского. Татарский народ стал разделенным народом именно по причине нарушения принципа веротерпимости, потому что на его основе татары сформировались. Потомками ордынцев являются не только мещерские, астраханские, казанские, сибирские, крымские и иные татары, но также казаки, нагайцы, башкиры и другие этносы и субэтносы. В широком же смысле наследниками татарско-русского единства ордынцев являются также русские и другие коренные народы исторической России. В наше время татары осознали ошибку хана Узбека, впервые за 7 веков снова закрепили принципы веротерпимости и традиционности православного христианства для татар в главном концептуальном документе «Стратегия развития татарского народа. Татары. Стратегия действия». Это знаковое событие произошло 29 августа 2020 года в Казани на расширенном Милли-Джиене Национальном собрании Всемирного конгресса татар с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, госсоветника Татарстана Митимира Шамиева, вице-премьера России Марата Хуснуллина и всей элиты республики, а также делегатов татарских общин России из-за рубежа. В указанном документе говорится о том, что национальный дух способствует единению татар, который не зависит от места проживания, владения языком и имущественного и должностного положения, отношения к религии и принадлежности к конфессиям,
убеждений, а также других обстоятельств. Татарин живет в едином порыве со своим народом, поддерживает дружественные и уважительные отношения с другими народами. Национальный дух – это источник вдохновения для будущих татар, их успехов и открытий в глобальном мире. Быть татарином – это чувствовать себя татарином. В совокупности мыслей, чувств и поступков и проявляется национальная идентичность. Вместе с тем важно стремление придерживаться мировоззренческих основ татарского народа. Среди мировоззренческих основ указана вера иман. В разделе «Поступать по убеждению вере иман» сперва была отмечена роль ислама, а затем признано, что исторически часть татар исповедует православие, то есть признана историческая двухконфессиональность татарского народа. Именно из-за этого признания стратегию развития татар можно считать судьбоносным манифестом, который действительно впервые за 7 веков является не только существенным шагом в консолидации татар, но и декларацией намерения возрождения татарско-русского единства на православной основе. Татары признали свое нахождение в семье восточных народов, окормляемых Русской Православной Церковью. Православные татары Москвы и наши друзья принимали самое деятельное участие к тому, чтобы подобное признание совершилось. Ведь не секрет, что подготовке судьбоносного документа предшествовали жаркие споры и развернулась борьба именно по вопросу отношения татар к религии. Против единства татар с русскими на православной основе выступали сторонники отделения татар от русских, использующие для этого исламский фактор. Победа православной стороны в данных дискуссиях является в том числе результатом православных татарских конференций, большая часть которых прошла в рамках международных рождественских образовательных чтений. Кроме того, я лично обращалась к Миниханову Рустаму Нургалиевичу, чтобы он поддержал в этом вопросе православных татар, и он поддержал, сдержал слово. Необходимо отметить его личный вклад, а также вклад главы региональной общественной организации Кришен Республики Татарстан Егорова Ивана Михайловича. Факт признания исторической двухконфессиональности татар следует трактовать не просто как фиксацию сложившейся реальности в религиозной сфере, но также как декларацию намерения татарского народа о возвращении на исторический путь татарско-русского единства на православной основе, выбранный Александром Невским. Путь объединения татар и русских – это путь правильных компромиссов, путь истинного, а не декларативного объединения татар и русских, объединения во Христе при сохранении национальной идентичности. Существенный шаг к такому единению – принятие стратегии развития татар в 2020 году, которая впервые за 7 веков признана традиционность православия для татар и, соответственно, двухконфессиональность. Татары, желая находиться в духовном единстве с русскими через свою православную часть в национальном культурном плане, хотят оставаться самими собой. То же касается других тюркских народов. Надо предоставить им эту возможность, тем более, что этого требует миссионерская концепция церкви. Конструкция «православные русские люди», «православные татары и тюрки-мусульмане» является исключительно устойчивой при условии сильного среднего элемента православных тюрков. Православные татары и тюрки пребывают в единстве с русскими по вере Христовой, а с татарами и тюрками-мусульманами в национальном культурном плане. А значит, тюрки-мусульмане соединяются с православными русскими через православных татар и тюрков. Созрела необходимость создания постоянно действующей площадки для обсуждения и выработки теоретических основ и практических шагов православного ордынства. На наш взгляд, им должен стать Всемирный Курултай собор православных татар и тюрков. Так же, как исторические слова «татарин» и «ордынец» охватывали не только большую часть тюрков, но и какую-то часть нетюркоязычных народов, так и в работе Всемирного Курултая православных татар и тюрков должны принимать участие не только православные тюрки, но и православные монголы, тунгусы, финно-угры, ираноязычные хазарейцы и, конечно же, русские и другие. Православный тюркский ордынский проект должен стать объединяющим разные народы на основе православия в их цветущей культурной сложности. Необходимо на площадке Всемирного Курултая собора православных татар и тюрков также обсуждать православные миссионерские цели, задачи, практические шаги по их реализации на основе концепции миссионерской деятельности Русской Православной Церкви и основ социальной концепции Русской Православной Церкви. И политические, идеологические, геостратегические и экономические аспекты таких интеграционных проектов на постсоветском пространстве, как СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС, интеграция. Есть тезисы, которые, как нам видится, должны продвигаться с позиции площадки Всемирного Курултая православных татар и тюрков. Первое. Святой Александр Невский является символом дружбы русских и татар. Второе. Святой Александр Невский – архитектор восточного вектора развития России в противоположность западному вектору, европейскому. Третье. Святой Александр Невский своей политикой перевел в православное христианство татар христиано-сирийской церкви Востока. Яркий пример сын хана Батыя, хан Сартак, который, по некоторым данным, даже был христианским священником. Да и сам Батый, по некоторым данным, был христианином. Одна из распространенных версий гласит, что Александр Невский был усыновлен ханом Батыем и побратался с его сыном ханом Сартаком в церковь.
Четвертое. На основе православного христианства святой Александр Невский через фактор православных татар заложил основу татарско-русского единства. Пятое. ЕАЭС, куда входит Казахстан, Киргизия, Россия, Белоруссия, Армения, является детищем Владимира Владимировича Путина. Есть и другие интеграционные структуры ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС. И ключевая идея Владимира Владимировича – интеграция интеграции, то есть объединение в итоге всех этих проектов. Основной исторический символ развития этого вектора Александр Невский, хан Батый, его сын хан Сартак и внук хан Улакчи. Тезис 6. В России два государства образующих народа – русские и татары. Но при условии, что татары официально признаны двухконфессиональным, многокультурным, состоящими из разных этнических общностей, часть которых считаются отдельными этносами, другая часть субэтносами, как это официально признано в стратегии развития татар, которую приняли Хуснуллин, Миникан, Шаймиев. Чувашия имеет православное духовное, национально-культурное и языковое преемство от Великой Болгарии, это 7-й тезис, и Волжско-Камской Болгарии, и в дальнейшем должна быть переименована в Чувашскую республику Болгарию. Тезис 8. Татарстан имеет татарское государственное преемство не от Казанского ханства и не от Татарской АССР, а от Касимовского ханства, татары которого были в войсках Ивана Грозного и штурмовали Казань. Среди них было много православных христиан, но были мусульмане, как Шах Али. Один православный касимовский хан, Симеон Бекбулатович Саин Булат, даже стал царем-ханом всей Руси. Тезис 9. Святой Александр Невский сам по происхождению был из половцев, кыпчаков, одним из предков татар. Он был потомок хана Катяна, который в конце жизни признал над собой Батыя, и на Чудском озере против немцев псов-рыцарей сражались русские и татары бок о бок. Тезис 10. Последний касимовский царевич Ханвой, султан Якуб Яков, потомок как Чингисхана по мужской линии, так и основателя ислама Мухаммада, по прадедушке со стороны бабушки Фатимы, султан Бенем Сиитовны, прославлен как местно чтимой Святой Русской Православной Церкви. Тезис 11. Татарский народ является разделенным народом, так же как русский народ является разделенным народом, и наша задача объединить два государства, образующих разделенных народов, и другие народы на основе православия в их цветущей культурной сложности. Ведь во Христе нет ни Эля, ни Иудея, но все и во всем Христос. И последнее. Болгарский хан Кубрат и его дети были православными христианами. Они являются символами принятия тюрками православного христианства, такими же, какими являются святая княгиня Ольга и святой князь Владимир для русского народа. Мы надеемся, что скоро на постоянной основе будет собираться мощный форум Всемирный Курултай, собор православных татар и тюрков, и в дни проведения этого Курултая надо служить литургию на тюркских языках, как мы это делали на двух последних православных татарских конференциях и в рамках международных рождественских образовательных чтений, проводить молебны на славянском, татарском и тюркских языках, а также панихиду христианским и тюркским ханам. И вот еще хотела добавить, что 30 октября 2017 года была проведена татарская секция в рамках Всемирного Русского Народного Собора. Там был потом ковидный период, мы больше секций татарских не проводили, но вот эта татарская секция, может быть, была таким как бы примером или продолжением вот этого всемирного Курултая православных тюрков. Спасибо. Вот,